Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на 6 июня 2020 года. Посмотрим, что ждет в этот день. Карта дня у нас семерка жезлов. Так, что будет помогать? Десятка пентаклей. Что будет мешать? Так, будет мешать аркан шут. Так, это у нас отношения. Это дама мечей. Это у нас финансы, дама жезлов. И работа, двойка жезлов. Очень много действий придется сегодня предпринимать. У нас много жезловых карт. Сегодня будем подсказывать из цыганской колоды. Итак, семерка жезлов. Хорошая карта для того, чтобы участвовать в каких-то коллективных мероприятиях, коллективной работе, когда вот у вас на всех одна общая цель, и вы можете себя как-то проявить еще в этой коллективной работе. Кроме того, семерка жезлов, она еще и хороша тем, что мы можем заслужить хорошую репутацию, получить, может быть, даже какое-то вознаграждение, какие-то свои мечты, планы, цели осуществить. Особенно вот если у нас есть помощь, особенно есть либо семья, либо коллектив, друзья, вот очень хорошо здесь будет получаться. Кроме того, эта карта говорит о том, что вы сегодня можете заниматься своей внешностью. Это может быть прическа, лицо, это может быть одежда. Вы можете заниматься здоровьем, какими-то оздоровительными процедурами. Здесь может быть посещение тренажерного зала, ну и, конечно же, с автомобилями, да, тут тема, если, допустим, кто-то собирался ремонтом заняться, или, может быть, кто-то вообще будет выбирать транспорт для покупки, приобретения. А может быть, здесь и поездки, да, поездки, когда мы не одни, когда у нас компания или семья, очень будет как бы много таких положительных эмоций. Кроме того, хорошее время для каких-то выступлений, в общем, когда мы себя не боимся показать, да, вот как-то у нас настроение прекрасное, такое счастливое ощущение вот жизни, себя. Хорошая такая карта, которая говорит о том, что много каких-то творческих сил, большое внимание уделяем семье, детям, может быть, кто-то нас приглашает в какой-то коллектив или на праздник приглашает, и мы вот в центре внимания, мы как-то очень тепло сами к людям относимся, и к нам тоже такое же отношение. Ну, просто хорошая карта для субботы тем более. Давайте посмотрим, что будет помогать. Помогать будет нам десятка пентаклей. Десятка пентаклей – это, конечно же, семья. Это, конечно же, деньги, которые у нас есть, средства, которые мы имеем. Это может быть хорошие взаимоотношения в семье, либо налаживание взаимоотношений, примирение. Это хорошая карта для выздоровления, исцеления. Это хорошая карта для того, чтобы заканчивать какие-то важные дела с деньгами. Да? Может быть, кто-то даже сделки будет какие-то заключать, особенно вот с недвижимостью. В принципе, в субботу еще есть такая возможность. Некоторые работают в субботу, да, у нас в компании, поэтому вполне возможно, что здесь и заключение сделки какой-то тоже может вот способствовать вашему хорошему настроению. Ну и вообще десятка пентаклей – это карта Меркурия в Козероге, да, когда мы не просто ищем свое место в социуме, да, но этому способствует еще и наш ближний круг. То есть здесь, вот, конечно же, такая связь с семьей, с друзьями. Вот обе карты говорят о том, чтобы мы сегодня не были одни. А вот шут говорит о том, что может быть и вредно нам оставаться в одиночестве, делать какие-то безрассудные, необдуманные поступки, вести себя так, как будто мы вообще одни в целом мире и ни от кого не зависим, да, не брать на себя ответственность. Вот это может быть плохо сегодня. Что в отношениях дамы мечей? Могут решаться какие-то вопросы, связанные с парами, с партнерствами, да, с браками. Могут решаться какие-то вопросы с обязанностями друг для друга, да. Давайте посмотрим, что же конкретно тут эта карта хочет сказать.
Для тех, кто в поиске, партнера, здесь действительно можно познакомиться, но тут, скорее всего, знакомство через сеть, через письма, через звонки, либо через совместную какую-то деятельность, обучение. Да, эта вот карта тоже подходит, особенно когда вы, допустим, общаетесь один на один. Да, здесь вот очень хорошо можно понять человека, узнать. Девятка червовая для тех, кто в паре. Но эта карта говорит о том, что для вас вообще будет какой-то новостью то, что как бы ваш партнер вам предложит. Может быть, кстати, это предложение даже заключить брак, да, предложение руки и сердца, если вы еще не в браке, а просто в паре. Это может быть и новость, дайте посмотрю. Да, это может быть новость какая-то, связанная с домом, связанная с оформлением дома, интерьером дома, покупкой какой-то мебели, да, может быть, какой-то вопрос здесь будете решать. Кроме того, здесь вот, допустим, один из партнеров может делать подарок другому. Но в любом случае здесь хоть и новости, да, к новостям, к новостям, к переменам мы как-то осторожно всегда относимся, но здесь они хорошие. А здесь, может быть, даже новый какой-то человек появится в вашей семье, в вашем окружении, как друг, который очень вам понравится, с комфортным общением. В общем, перемены тут к лучшему, и вам не скучно здесь 100%. Как-то очень тут приятно и счастливо вы проводите время. Договариваетесь друг с другом и, знаете, как-то ладите. А для тех, кто в ссоре, семерка пиковая. Здесь лучше не встречаться, а лучше писать. Звонить даже не нужно, лучше писать здесь. Тогда вот намного проще помириться, меньше возможностей для того, чтобы проявить какие-то эмоции лишние. Денежки, дама жезлов. Карта говорит о том, что если вы хорошо потрудились на неделе, то сегодня можете вполне получить оплату. Кроме того, может быть, конечно, и от начальства какая-то премия, может быть, на выходные как-то специально, да, или какое-то, может быть, как-то отметить вашу работу хотели, да, и вот как-то вас поощрили здесь деньгами. Кроме того, по даме жезлов, конечно же, и от женщины может приходить какая-то денежная помощь. Для тех, кто в поиске работы, это будет просто от семьи деньги приходят. Для тех, кто работает, это оплата их труда. Ну, причем тут, знаете, какая-то вот своевременная выплата, да, может быть, действительно, может быть, недавно зарплата была. И либо, кстати, будет недавно, может быть, вернее, будет скоро, например, в понедельник. И для тех, у кого свое дело, здесь вот доходы как-то по, как бы, по привычной схеме, то есть, как обычно, да, ничего не меняется, вот сколько зарабатывали раньше, столько и будет и сейчас. Кроме того, может быть, какой-то клиент очень интересный попадется, ну, в смысле хороший в плане денег, да, с которым можно будет и дальше еще сотрудничать. И для работы выпадает двойка жезлов. Ну, двойка жезлов, она, в принципе, тоже говорит о том, ну, для тех, кто в субботу работает, она говорит о том, что вы просто повторяете какие-то действия, привычные для вас, те, что вы уже когда-то делали, да, вы это начинаете повторять. Но также эта карта еще и конкуренции. Может быть, у вас действительно есть рядом какой-то человек, который вот примером для вас является, и вы хотите за ним следовать, да. Двойка жезлов – это у нас Марс в Овне, то есть это такая вот энергия огня, движения, начинания, она вот очень активна, да. То есть здесь вот и конкуренция, в принципе, она здесь продвигает. И, кстати, по результатам работы сегодняшнего дня, может быть, даже для кого-то, это будет будущее продвижение, да, может быть, окончание проекта какого-то очень важного вас ждет, за который вы получите либо признание очень высокое, либо вознаграждение хорошее. Но в любом случае вы здесь как будто бы разделяете свою ответственность с кем-то, не в одиночестве работаете. Так, давайте посмотрим для тех, кто в поиске работы. Но здесь, скорее всего, вы тратите свою энергию, свои деньги на то, чтобы подготовиться как-то к поиску работы. Может быть, заполняете резюме, рассылаете резюме, да, или
вот вспоминаете все свои достижения, описываете это их как-то. В общем, стараетесь понять, как себя лучше показать. Для тех, кто работает. Десятка трефовая. Карта говорит о том, что у вас может быть какой-то очень хороший день в плане либо каких-то достижений социальных, либо повышение даже, может быть, в должности предполагается, или какой-то хороший здесь приход денег. Какая-то вот стабильность у вас тут начинается в работе. И, кстати, такое ощущение, что у вас начальство как-то благожелательнее стало к вам относиться, как-то присматривается к вам для того, чтобы в дальнейшем либо повысить, либо, может быть, повысить должность, либо прибавить, может быть, оплату. Теперь для тех, у кого свое дело. Здесь могут быть некоторые сложности, а может быть просто отдых. Да, сознательный, допустим, полдня работаю, полдня отдыхаю. Может быть, по этой карте обман какой-то, да, может быть, кто-то может либо вмешиваться вот в вашу деятельность, да, либо у вас с кем-то конфликт может возникнуть. Это либо те люди, с которыми вы работаете, либо это клиенты ваши. Но в любом случае, смотрите, здесь вот единственное, что нужно делать, просто думать, как бы обдумывать свои действия последующие, да, чтобы потом об этом не пожалеть. И все. То есть, когда спонтанно действуем, либо когда нам полностью информация не ясна, непонятна, мы из этого состояния действуем, тогда вот мы можем попасть в просак. Итог дня. Валет червовый, карта очень гармоничная, комфортная, когда о нас заботится, мы друг о друге заботимся. Очень хорошая карта для того, чтобы проводить ее с семьей, с детьми, как-то щедрость какую-то проявлять, может быть, в деньгах, в чувствах. Ну и вообще это карта такой романтики. Даже если вы не планировали как-то романтично вечер провести, то можно это сделать, потому что очень удачное будет время именно вечернее, для того, чтобы побыть с друзьями, побыть с семьей, порадовать как-то друг друга. Это вот как бы хорошее будет такое завершение дня. Друзья, всем желаю прекрасного дня. Пусть только самое лучшее сбывается. Всего вам доброго. До новых встреч.